Об этом, товарищ, не вспомнить нельзя. В одной эскадрильи служили друзья, и было на службе и в сердце у них огромное небо, огромное небо, огромное небо, одно на двоих. Летали, дружили в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы к глазам. Однажды в полете, однажды в полете, однажды в полете мотор отказал. И Мы его вот уже после гибели стали, что он там работал. Ну так, летает самолет. У них, ну что, это учение у них, значит, они полетели. Так самолеты, ну, я говорю, да что ж тебе, да низко так, они так свистят эти мии. Он вот так, кругами, вверх-вниз, вверх-вниз. Да что ж тебе, кому что здесь так махаешь крыльями, вот так прям. Вот он как нос, вот так он, над нами, вот. Сюда их нет, ветка проходит. А вот когда у него вот годовщина, ой, сколько здесь самолетов. Они прям так низко ему честь отдают, прям вот так, прям ведь, да. Весна 2016 года. Наша группа прибыла в Липецкую область из Ингушетии для съемок кинофильма о генерале авиации, командире местного авиацентра Суламбеке Сусаркуловиче Асканове, как раз накануне установки нового мемориала на месте его трагической гибели. Погода никак не могла установиться. То тучи небо заволокут, то солнце на несколько минут появится, и все, как везде, будто и не менялось уже много-много лет. Прошло уже как-никак почти 25 лет, как его и нет-то среди нас. А вот надо же, с кем бы мы ни заводили разговор о герое нашего фильма, все говорили о нем только в превосходной степени. То ли действительно такой уж человек он был, то ли помнят о нем исключительно порядочные, положительные и благодарные люди. Так что же это такое, было наше удивление? Неужели же ничего такого, что могло бы свидетельствовать о каких-то недостатках этого человека, за что можно было бы зацепиться и говорить о какой-никакой интриге или же конфликте? Если бы ингуши больше, кроме Сулымбека, никого не родили, не воспитали, не подарили стране, авиации, Кавказу, больше никого, кроме Сулымбека, и то могли бы гордиться, что это большая нация, что вот этот человек. Почему? Первое. Его ласково называли все в авиации Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич. Я никогда не видел такого обходительного, мягкого, доброго, чистого и мужественного. Ну, один бывает мужественный, но грубая мужская сила. Другой бывает обходительный, интеллигентный, красавчик, все, но нет мужского начала. А вот я впервые единственного человека встретил, который вобрал в себе все эти качества. Обходительность, повторяю, ласковое отношение, услужить любому человеку, тем более я старше, бы мы жили вместе, доброе и вместе с тем мужество. Я взял Танкеева, я говорю, пойдем, надо перетащить его. Смотрю, сидит невысокий такой мальчик. Быстро раз Кетель Надежд, старший лейтенант и мастер спорта. А я пришел в военно-политическую академию. Из ЦСКА я закончил с отличием самый крутой институт физкультуры, военный факультет. И
67-й, 8-й, 9-й, 70-й год был тренером по самбо-дзюдо в Ростове, Северокавказском военном округе. Я знаю, что мастер спорта. Думаю, какой я начал считать. А по какому? Ни по какому виду не мастер спорта. И я ничего, кроме этого значка, в нем не увидел. Потому что я оттуда пришел. Это моя жизнь до 33 лет. И у меня уже имя было, у меня уже ученики были. Я сразу первый вопрос. Я говорю, Соломбек, а по какому виду вы мастер спорта? Он говорит, по высшему пилотажу на боевых самолетах. Ну, тогда у меня как-то тоже еще больше сомнений. Ну, такой вот обаятельный, такой вот, так, как ему может подчиняться такая громадина самолета, вот так далее. Соломбек Сусаркулович, он в простонародье, как его называли по-доброму, Сергей Сергеевич в коллективе, его любили, уважали все. Начиная от больших начальников, заканчивая подчиненными. Из-за вот такого характера. Вот если с ним разговариваешь, сколько сослуживцев его разговариваешь, никогда не скажешь, что он военный, что он такой командир. Мягкий голос, довольно вот. Конечно, при управлении процессом, боем, он становился уже настоящим командиром. Вот это сочетание человеческого характера, оно было симпатично всем, и начальникам большим. Это одно. Второе, если проследить опыт в том числе, он довольно был грамотный человек. Он в совершенстве освоил всю технику. И одной из такой склонностей его было тем, что он сам предлагал, какие элементы боевых самолетов модернизировать. И вот сочетание вот этих качеств, конечно, начальству позволило увидеть в нем настоящего такого хорошего командира, отца, начальника, хозяина на этом таком единственном в стране центре переучивания летчиков. Вот смотрите, он приходил ко мне в поликлинику, и вот в коридорах сидят люди, офицеры запаса, члены их семьи, военнослужащие. И вы не поверите, он каждому идя по коридору, каждому, здравствуйте, он генерал, здравствуйте, 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 здравствуйте. Вы понимаете? Вот это необъяснимо. Это необъяснимо. Он всегда вот такой вот доброжелательный был. Понимаете, это, я говорю, это выходец вот из, то ли ее выписала вот эта маленькая земля ингушская выписала, таким сделала его, зная о том, что это решение правильное, твердость то есть. Обдумывать. А разве это не твердость, когда он за штурвалом, сидя в кабине, вот, и когда видел, что вот уже земля, он до последнего тянул. Это разве не твердость? Это твердость. Это твердость. Он прекрасно знал, что у него сзади 3 детей, он прекрасно знал, что у него жена, и прекрасно он знал, что сзади его целая республика, которая его любила. Плиево, это его родовое. Он знал об этом. Но тем не менее, он до последнего тянул, потому что он знал, что внизу такая же деревня, как и Плиево. Но я бы хотел отметить, что корни вообще-то героического ингушского народа уходят в глубокую историю. Ваш президент, когда мы с Рудским были приглашены на открытие аэропорта имени Асканова, были на экскурсии, уже тогда вот-вот должен был открыться мемориал. И я с очень сильным душевным волнением увидел многочисленную когорту георгиевских кавалеров, которые были воспитаны в Ингушетии. И участие, я бы героическое участие подчеркнул, во многих войнах в защите Отечества послужили, безусловно, ярким примером к тому, чтобы и Асканов пошел в авиацию. А в дальнейшем его судьба практически ничем не отличалась от тех, кто посвятил свою жизнь военной авиации. Блестящее окончание знаменитой Качинской школы,
когда его оставили летчиком-инструктором, а далеко не каждого из 300 выпускников сразу оставляют учить других. Затем академия, видите, как символически, голубь пролетел. Затем академия военно-политическая. Это были годы, когда в комиссары отбирали, ну, будем так говорить, не самых плохих пилотов и людей, которые пользовались заслуженным авторитетом у народа. Вот он был замполитом определенное время, но так как он прекрасно летал, то попал в Липецкий центр. В Липецком центре продвигают вперед и авиационную науку, и готовят кадры, и испытывают новую авиационную технику. Вот там к нему в подчинение попал Александр Владимирович Рудской, который до сих пор испытывает глубочайшее уважение к Асканову. Теперь перейдем, наверное, все-таки к трагедии. Ну а тогда, в феврале тяжелого года, ситуация у нас в стране была очень сложной, с Дудаевым, с разделением республики, с этими северокавказскими конфликтами. И 7 февраля произошла тяжелейшая трагедия. Вы мне говорили о том, что уже многим все известно, но я думаю, что далеко не все. И многие товарищи выдают сейчас те события, как будто они были активными их участниками. Я вам расскажу то, как воспринималось мною, как главнокомандующим военно-воздушными силами России. Проблем было очень много, и вывод войск на совершенно неприспособленную территорию. Это было скорее бегство, нежели цивилизованный вывод очень мощных группировок. Были проблемы с выплатом денежного содержания. Офицерский корпус всячески в желтых средствах массовой информации предавался анафеме. В общем, служить в тот период было непросто. И в этот как раз тяжелый день, 7 февраля, произошла ночью очередная трагедия. Вице-президентом к тому времени у нас был летчик, герой Советского Союза Рудской, очень популярный, авторитетный гражданин и профессионал в своем деле. Мы, как у вас на Кавказе говорят, оседлали самолет и вылетели вместе с братьями и с родными на место трагедии. И вот этими вот руками мы вместе с ними и с Рудским доставали нашего высокоуважаемого заслуженного военного летчика Российской Федерации. Он к тому времени, Суланбек, уже был удостоен этого высокого звания. Ну, во-первых, в этот день, когда он погиб, 7 февраля, 18:21, мы с ним сделали 2 полета над аэродромом. Вот эти выполнения. И ночной у нас вылет был парой. Опять ночью парой лететь на воздушный бой. Он сел первый, и у него самолет был быстрее. Его заправили, а мой нет. Он подходит уже как-то, говорит: Николаевич, ну, ночь есть ночь. Какой там парой? Я давай сам, а ты потом полетишь, там решим. Ну и все, он взлетел, пошел в зону на воздушный бой. Я взлетаю, мне говорят: иди в 5-ю зону. Ну, для меня первый как-то сразу: почему 5-я зона? Нам надо в 6-ю. Ну, это 5-я. Но потом, говорит, мне говорят: перейди на канал, на наведение, запроти 201-ю. Что, говорит, не отвечает. Ну, я перехожу на тот канал, а слышу, там уже разговоры идут. Уже запрашивали другие, его 201-й, 201-й. Ну, я уже чувствовал, что-то случилось. Пришел в зону, мне говорят, там, снизься до 600, я снизился, или в облаках. И потом так вот прогал какой, не прогал, а я смотрю, ореол стоит в облаках. Я говорю, здесь какое-то освещение, говорю, не знаю что. Ну, что дальше пролетел, смотрю, это Хворостянка. Горит это. Я говорю, ну, это населенный пункт.
Ну и все. Ну, он мне говорит, ну, запроси. Ну, запрашивал, естественно, нет. Ну, вернулись, потом, грубо говоря, стало понятно даже в те времена-то сразу, что случилось. Только если бы связь, то, что сказали, что пропала отметка, вот в этом дальность такая-то, азимут такой-то, его. То есть это сразу навело на мысль, что человек в лучшем случае катапультировался. А что там, пока не знали. Я до сих пор не могу понять. Во-первых, у него всю дорогу дана левая нога. Левая нога дана всю дорогу. И нет, то есть, ну это по тестограмме, правой ногой видно, идет движение, но оно доходит до середины, и все, вправо не уходит. Что-то не так. Следующее. Он дважды включает режим приведения к горизонту. Непонятно. То есть, или борьба была уже у него с ним, а приведение к горизонту автоматическое, это на ручке есть управление, кнопку нажимаешь, бросаешь руки, и самолет должен стабилизироваться в горизонтальном положении. То есть независимо, если он так шел, то он выводит сам. Вверх шел, он его положит в горизонт. У него включение дважды. Вот это приведение к горизонту. Но включение включением, а ручку-то он не бросал. Бросил бы ручку. Ну, опять же, возможно вариант, что. А там получается по обжатию. Если ты зажал, то ничего, это бесполезное включение. Ну и следующий вариант, конечно, если бы была бы высота нижней облачности не 300 метров, мы летали тогда при минимум погоды, 300 метров нижний край, если было бы хотя бы метров 400, он бы вывел. Был очень жуткий, холодный день, было под 40 градусов мороза, снега было по колено. Мы добрались до места падения самолета. Вокруг самолета было оцепление солдат. У нас, как земляков Асканова, пропустили к месту трагедии. Мы начали, взяли лопаты и вместе начали расчищать снег, поднимать самолет, смотреть, есть ли, был ли он в самолете или, может, он катапультировался. К тому времени начало подъезжать очень много разных государственных деятелей, генералов, полковников на это место. Но мы, не прекращая работу, смотрели, чтобы дойти до этого места и увидеть, жив ли человек или он остался в самолете. На утро после катастрофы 8 февраля 1992 года на место падения самолета Асканова из Липецка и Москвы прибыли высокие чины. Вице-президент Российской Федерации, генерал Рудской Александр Владимирович, некогда служивший под командованием Асканова, генералы Дейнекин Петр Степанович, командующий военно-воздушными силами России, Аушев Руслан Султанович, земляк погибшего, ну и многие другие официальные лица. Всех, конечно, интересовало одно: что же произошло накануне ночью? Что с пилотом? Почему отказал самолет? Оцепление уже было выставлено. Работы по расчистке снега шли полным ходом, несмотря на 40-градусный мороз. Липецкая земля в феврале промерзает хорошо, а самолет все-таки врезался при ударе об землю метров этак на 8, на 7, не меньше. Мы покажем вам эту хронику, по возможности полнее и почти без комментариев. И среди других мыслей, которые, возможно, сейчас посетят вас, подумайте над тем, каким все-таки, на ваш взгляд, должен быть тот,
который берет на себя ответственность быть впереди остальных. Кто руководит нами, руководит процессом, будь он начальник, командир, словом, старший среди всех остальных. И что же входит в этот набор его характеристик, его качеств, его черт характера, особенностей его личности. Я выражаю глубокое соболезнование семье, родным и близким. Еще раз повторяю, не хочется верить, что этого жизнерадостного человека среди нас. Дорогие товарищи, Сулумбек Асканов – это первый наш выходец из Ингушетии, который в тяжелое время посвятил себя службе в вооруженных силах. Это был наш ледокол. Мы, более молодые, брали с него пример. В личных беседах, в общении он внушал и учил нас, и советовал, и говорил о том, что служба во славу отчизны – это самое светлое дело для мужчин. В разные время и беседы с ним мы часто с ним разговаривали о ситуации в Афганистане, о том, как выполняли свой интернациональный долг летчики. Он рвался в Афганистан не потому, что хотел воевать. Как настоящий мужчина он не мог оставаться в стороне, когда армия выполняла свой долг. И он говорил, что смог бы оказать помощь и выполнять задачи с наименьшими потерями. Летчики славные соколы в Афганистане показали чудеса мужества и храбрости. Я перед ними, как офицер, мотослов, преклоняюсь и преклоняюсь. Но Сулумбек свой долг выполнил здесь. Самолет врезался в землю, но не врезался в жилой дом. Для нас, молодых офицеров, те, кто посвятил себя службе Отечеству, это яркий пример. Я благодарен всем, кто вместе служил, кто ему оказывал помощь. И мы в Чечено-Ингушетии сделаем все, чтобы имя Сулумбека жило во все времена. На третий день гибели Сулумбека Асканова двумя бортами самолетов с города Липецка вылетели Владикавказ, и на его родине, в Плиево, его похоронили. Потом я узнал, что Сулумбеку Асканову присвоено звание Героя России посмертно. Оказалось, это первая звезда Российской Федерации, присвоена нашему земляку. Это зависит от воспитания. Вот поэтому начинаете воспитывать ребенка, как пишет домострой, вот, пока ребенок лежит поперек лавки. Если мы его не успели, если он не помещается, то мы уже опоздали. Человека воспитывай, вот, и наставляй
пока он не воспринял какую-то грязь туда в свою голову. Понимаете, он должен взять хорошее, доброе, вот любовь эту и к Господу Богу, и к ближним, к папе, к маме, к братишкам своим, к сестрам, к соседям, с кем он будет учиться, с кем он будет работать. Ту женщину, девчину, которую замуж возьмет, или девчина, за кого замуж, это должна быть любовь. Вот. Что такое любовь? Это пожертвовать ради этого близкого человека самим собой, понимаете? А ведь таких их много. Много людей-то. Ну, во-первых, он исполнил заповедь Божию возлюбить ближнего своего, как сам себя, вот, и военную присягу, вот, защитить. И он знал, что под самолетом его находится вот эта хворостянка находится, там вот это, понимаете, козелки или куда-то. Он мог с этого самолета оставить самолет эту, понимаете, технику и катапульт сделать, катапультироваться. Но человек пожертвовал своей жизнью ради спасения вот этих хворостянских жителей. У него не было вот каких-то таких вот внутренних амбиций по принципу «я такой, а кто вы?». Понимаете? И вот, очевидно, вот исходя из этого все исходило, что с людьми он был вот такой. Он был с ними наравне. Он с ними одинаково говорил. Он где-то вот здесь с ребенком он да? Вот так. Вот точно так же в жизни, вот он приходил домой, придет домой, мы о работе, правда сказать, никогда и не говорили дома, никогда не говорили о работе, потому что он говорил, дома я не хочу говорить о работе, потому что я на работе целый день говорю о работе. Дома я хочу поговорить о доме. И вот он игрался с ними, ну тогда они были маленькие. Самому маленькому, вот, Амиру, ему было 6 лет всего, когда он погиб. Вот. Поэтому мало того, что он мало вообще видел отца, и вот он, когда вспоминает, я ему что-то говорю, он говорит, с бассейна, говорит, он меня забирал. Я, говорит, помню этот момент. А вот так вот много я и не помню. Ну, Руслан, он чуть-чуть больше помнит. Но Резида чуть-чуть больше, чем Руслан, по силу своих возрастов. Но самое удивительное, может быть, мы такая вот неадекватная семья в чем-то были. Мне в голову не приходилось спросить его, а куда ты пошел? Ты вот только пришел, ясно, солнышко, и тут же уходишь. Ничего, сказал, приду, все, пошел за ним, я знаю, он далеко не уйдет. Да звахчется Бог, Марька, как-то старался быть наравне с людьми. Ну, правильно, если он считал, что это что-то где-то неправильно сделано, он, конечно, отчитает, безусловно. И поэтому его подчиненные говорили, нам, говорит, лучше сделать это самим 10 раз, чем 1 раз услышать его, как он на нас отчитывает. Вот он, как он эти слова подбирает, от которых, говорит, становится неудобно, стыдно. Он даже, когда поехал в Качинское училище, он оттуда уехал с завода. Родители 4 месяца не знали, где он. Вот. И только тогда он еще смеялся и рассказывал, говорит, ой, говорит, 1 месяц зарплаты нет, 2 месяц зарплаты нет. Может быть, я крамолу какую говорю, но когда даже надо и правду сказать. И только тогда, когда он прислал им письмо домой, телеграмму, я поступил в училище. Мама, ну, конечно, она с этими мало меньше детьми, с этими домашними заботами, с больным отцом. Конечно, единственное, первое, что она, видимо, еще сообразив, что он поступил куда-то, действительно шикарное училище, будет учиться на летчика, это не каждого 2-го, 3-го туда принимают, правильно? Вот. Она сказала, ой, Ханс Федет Тухагас. Кормилец-то поехал учиться. Знаете, я благодарна ему за его поступок, за то, что он спас, можно сказать, может быть, это громкое слово, но я скажу за то, что он, возможно, спас и мою жизнь в том числе. То есть именно в тот момент, когда произошло это событие, чудовищное событие, первая мысль у меня была спасибо этому человеку за жизнь, которую он мне подарил. Подарил не только мне, он подарил ее моим детям. У меня сейчас 2 детей, 2 сыновей. И я всегда ставлю в пример и буду ставить и внукам своим, и своим детям, и детям
нашей школы, потому что они тоже наши дети. Я всегда ставлю в пример именно поступок этого мужчины, с большой буквы мужчины. Так смог бы не каждый человек. Это очень тяжело пожертвовать своей жизнью ради нас, но он это сделал. И это чувство благодарности, оно будет в наших сердцах всегда. И я надеюсь, что, в частности, мои дети пронесут вот эту благодарность всю свою жизнь и отдадут ее моим внукам, передадут вот эти ощущения, это чувство. То есть благодаря поступку мы живы. А иногда, когда он приходил домой, такой радостный тоже. Я говорю, что ты такой радостный? А он говорит, Рая, говорит, ты знаешь, я сделала 4 полета там. Ты знаешь, как это здорово. Ты себе это представить не можешь. Я же, говорю, летала на самолетах. Так это по-женски. А он мне говорит, это, говорит, Рая, говорит, не то, говорит. Что ты, говорит, сравниваешь? Это, говорит, не то, говорит. Вот представь себе, огромное небо. Что там на земле, я уже, говорит, не вижу. Огромное, говорит, небо, голубое, высокое небо, говорит, чистое, солнце, говорит. И вот это все пространство пустое и тишина. Ты себе, говорит, представить не можешь, какая это, говорит, красота. Когда-нибудь я тебя, говорит, посажу в кабинку, и ты ощутишь эту радость полета. И это, говорит, вот это, говорит, махина, говорит, твоя. Такого какого-то, геройства, что ли, или какого-то, не было в нем этого. Он спокойно разговаривал со всеми во время перерыва. Ну, а потом слышу такую весть. Я шел с репетиции, и взрыв тут ужасный. Пришел домой, сказали, что разбился летчик. Они еще даже не сказали, кто. Когда сказали, Ламбек, все как-то оборвалось. Он любил песню «Журавли», сейчас мы исполним ее немножко. Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле.
Асканов был, сейчас признан такое, есть выражение, небожитель. Это человек очень влюбленный в небо, в свою профессию. В авиации случайных людей не бывает. А вот Сергей Сергеевич именно был он не случайным человеком в авиации, как и большинство летчиков. Летал самые сложные полетные задания. Я вот неоднократно уже об этом говорил и сейчас скажу, что можно, извините, летать простые виды полетов там по кругу, на пилотаж, на сложный, но это обычный сложный пилотаж. И быть нормальным летчиком везде на высоте. То есть тебя не ругают, но в то же время и не хвалят. А можно летать очень сложные полеты. Ну вот, как, к примеру, мы тогда начинали, вот Асканов начинал полет парой на высший пилотаж в сомкнутом полетном порядке. Понимаете? Там же они вылазили со свечкарем, все мокрые, комбезы все пропитаны потом, ну до нитки были они мокрые все. Вот. А можно и такие полеты летать? Да, не получается, и горько, и больно, но он счастлив от того, что он слетел, взмок. А еще представляете, счастье командира, когда у него получается, а на эти полеты на аэродроме приостанавливались, и все летчики выходили в районе ЦЗТ на газон, на летное поле, посмотреть. И если это получалось, что чувствовал командир, если у него получается, он командир, и он летает такие сложные полеты? Понимаете? Ну, вот случайных людей, еще раз говорю, в авиации не бывает. Вот по себе. Больше чем уверен, что Асканов такой же, как и я. Я, вернее, такой же, как Асканов. Как правильно сказать, не знаю. Вот сколько себя помню, вот все время было желание стать летчиком. Другой профессии просто нет. В возрасте, ну, детства, вот сколько себя помню, все самолеты, летающие в небе, провожаешь взглядом, смотришь, будь то вертолет, самолет, одинаковое уважение ко всей летающей братьи. Знаете, в чем дело? Это, простите, я буду откровенен. Это понятно, когда речь идет о человеке русском. Это понятно, когда речь идет о ком-то еще другом еще. Но в какой-то деревушке, в горах, Это да. А фильмы, на каких фильмах воспитывалось 100 поколений, и мое даже поколение? Это «Повесть о настоящем человеке». Ну какие? «Небесный тихоход», «Бой тут одни старики». Вот на этих фильмах и еще больше укрепилось в нем это желание стать летчиком. Наверное, как-то так устроен мир. И так все складывается, все события, порой даже не зависящие от нас. Поэтому то, что вот мы попали сразу сюда в 1987 году, вот, и сразу мы с ним так вот сошлись, то, что по работе, по службе, очень много вначале мы приехали сюда без семей, вот, полностью окунулись в работу, в службу, знакомство с личным составом, знакомство с объемом работы, организационными вопросами. И так как-то все это переплелось, как-то это все связало нас, что незаметно мы настолько сдружились, что порой бывало так, что вот, чувствовал, что не хватает где-то даже как-то вот локтя чуть-чуть, вот где-то куда-то он уехал там или же еще что-то. И вот, вот этот момент я всегда ощущал. А то, что с таким человеком, как Суланбек Саркулович, я говорил и говорю, судьба, просто я благодарен судьбе, что вот так вот свела с таким необыкновенным, замечательным, я бы сказал, даже выдающимся вот человеком. Он мог бы достичь высоких вершин, больших вершин. Человечность, в первую очередь, это непререкаемый был у него авторитет, то, что он мог разговаривать с любым и каждым. И к каждому находил подход, находил какие-то слова.
ажақчыла бұты, керді барц еттіріқі, хағуаныл қистачы, сүйірті кашмышқы, сыбашыр гоубалы, шилы шабес сырықы, хоқ херчы жықыннычы, дуаттағы дегашқы. دام العاجلها قدغ بحرحا خطل رقير جمو مسيقى حيدر حخي لسق بالخريش دام العاجلها قدغ بحرحا خطل رقير جمو مسيقى حيدر حخي لسق بالخريش مقيز قيد روحه улица أول венчал تاع улиц سير دوغر سن فورمو سن ديغو سن يحو إيش تقول هذا ولا تجار وور حقل دوش تقول يعيو إيش تقول بيتزا واقواتش سن вот سن ديغو سن ديغو دوش ده حن قدر يا خور سنة سكشين حتى مسخوش ورد вот это вот присутствовало у него вот это вот человеческое обаяние вот это вот у него присутствует сдолжу سنة قمل عادلش سقواتن صبر درس القمل شرط درس القمل نتون قمل حدول بالشيء حداقو وقواتش ودو بيزم بول اشت да мет ген сыгырыз скалета шузла лета софа говорил что яра муштад славный сын ингушского народа всей страны Сагмуарии генерал-майор Ян, начиная от Качинского училища, с отличием он закончил Качинское училище, пошел дальше по ступеням, перепрыгивать в цепь, он своими силами и знаниями пошел и пошел. Поднялся он до генерала-майора, а же начальником центра по подготовке и переподготовке высшего командного состава самых современных самолетов 4-го поколения МиГ-29. Командовать над этим центром, это было высокое доверие, высокая честь дана этому человеку руководством страны. Кроме всего этого, параллельно он совершенствовал себя. Даже в этих промежутках защитил кандидатскую и получил кандидат военных наук по совершенствованию современных этих машин, имеется в виду истребителей МиГ-29. Это надо иметь огромная сила, огромные знания, сила воли. А это все это присутствует у этого человека. دوتك حديغو قادر تشلحتك على تأمتك ما يوك قيمتك حكومة ديالخك دوتك يدقاشك عيتا أزمتك دام العاجلها دوتك بحرقان خدل رجمو موسيقى حيدرها في سقف الخبيش دام العاجلها دوتك بحرقان خدل رجمو موسيقى حيدرها في سقف الخبيش مقز قيدرها
90-х годах мы с Суланбеком начали, так сказать, подготовку на пилотаж парой, вдвоем. Но шло это не то, что с трудом, а с напрягом. Дело в том, что в 1986 году погиб Петр Васильевич Шелганов у нас здесь на аэродроме, на показухе. И главком запретил все эти показухи. И, так сказать, мы начали потихоньку здесь летать вдвоем. Ну, потом мое было предложение, ему говорю, ну, Суланбек Саркулович, мы-то вдвоем, да, но если будет какая-то показуха, сейчас кто-то приедет, вы должны быть на ЦКДП. Ну, центральный командно-диспетчерский пункт. Кто будет показывать? Я один? Нет. Давай готовите еще. И мы взяли, вот еще служат они, Гостев и Сушков. Двоих тоже. Парни, они молодые были, они тоже, знал он их еще по Венгрии, они в Тёкеле служили, а потом сюда попали. И параллельно мы их готовили. Провезли, сами нас никто не провозил, некому, и никто не знал, что это такое. И вот мы эти две пары, они сидят на земле, за нами наблюдают, мы с ним вращаемся. Потом мы прилетаем, они нам рассказывают, где какие ошибки у нас были, где там дальше стоял, где ближе, где там надо было уменьшить там углы атаки или же снизиться к земле. Ну, то есть ошибки с их видения они нам рассказывали. После этого мы садились, они взлетают, и мы их наблюдаем. Мы тоже сидим, фиксируем тоже ошибки. Ну, то есть мы, так сказать, методом наработок своих и ихних вот подошли к такому, так сказать, две пары. После этого, значит, появились, ну, уже были Су-27, и они начали звеном тоже, типа нашей программы, но у них она немножко была не такая, пары все-таки можно пилотировать более интенсивные пилотажи, а на Су-27 уже так-то не покрутишь. Во-первых, это четверка, и машина-то, считаю, в 2 раза тяжелее, сложности были. И вот это пошло у нас, то есть мы начали. После этого в 91 году уже было шоу здесь. Придумали, то есть у нас уже были одиночки были на МиГ-29, на Су-25 пара, на Су-27 четверка, потом на Су-24 прошли уже четверка, и там потом кое-что показали. То есть уже что-то у нас получилось. Ну и приглашали уже с Москвы, официально все было. И это прошло авиашоу на ура. Весь город был там. То есть, ну, вот это пошло. Но мы, как таковые, «Соколы России», не дали это огласки тому, что мы вот есть. Ну, есть и есть. Нас приглашали везде. И в Екатеринбург летали, и в Ейск летали, и в Самару летали, и в Горький летали. Ну, везде, то есть мы были. Но официально, как стороны такой. То есть, если москвичи улетели куда-то, а где-то какое-то мероприятие, то мы как нас затыкали этим, типа, вы туда слетайте, покажите кое-что. Ну, то есть вот так пошло. И вот сейчас вот собираются ребята 16 июня, уже дали заявку, и в Волкомат позвонили министру обороны узаконить группу нашу «Соколы России», чтобы она была официальная группа. И пошло исчисление, то есть, ну, не с того, как мы начали, там, в 90-х годах, а получается, вот ей будет где-то 25 лет. Вот в этом, то есть, с 91-го года группа, как она вроде начала образовываться. Ну, и родоначальники были как раз вот Суланбек и я. Его отец, мой отец, оба участника войны были. Он и в одной и той же организации до конца, до пенсии проработали. Это нефтепромысл. Да, Бейбот, да, Бейбот, он возглавлял Карабулакское управление буровых работ. И оператором был отец Суланбека Сусарко. Очень уважаемый, спокойный, уравновешенный человек. Это очень тяжелое время было. Село обыкновенное, все вернулись с Казахстана, с Киргизии, то есть Средней Азии.
И самый восстановительный период, когда народные белхи, люди строили саманные дома, маленькие, большие тогда не строили. У них очень многодетные, обыкновенная сельская многодетная семья, 12 человек у них. Он племянник Евлоевых с нашего села, мама его. И поступил в Грозненское ремесленное училище. Среднее образование там, в Киргизии получил. Кстати, Киргизии. И я родился в Киргизии. Поступил туда. Потом, я помню, он поступил, летчиком будет, летчик, даже дети. Потом начали говорить, кем будешь? Мальчик говорит, начал, летчиком буду, все летчиком. Это сенсация была, летчиком. Военное училище, Качинское, там никто не умел говорить. Потом закончил он, и праздник был такой родовой. Родственники приехали, их, мы все, праздник был, народное гуляние, праздник. Лейтенант офицера получил, и тут же, я помню, слух пошел, остался там же инструктором. И потом уже быстро по стопам, отлично. Там он показал себя, за границей, Германия, Венгрия, потом Академия, Москва. Он, конечно, тяжело было. Он был, вот будучи он за пределами республики, района, образцом у него и все правила, правильные правила человека, ингушского молодого человека, вот это был эталон. Достойно. Мы его ждали, молодые, когда были. Год раз он на месяц обязательно приезжал домой. Приезжал, и вот эта фамильная площадь Аскановых, там несколько улиц, мы в нижней части села Плиево, там всю жизнь там жили и живем. Вечером старики, как во всех селах, скот встречается, с пастбища возвращается, встречается, там Пайрат у нас называется. И Сулубек останавливается далеко, машина, которая его везет домой. Он по друзьям, по родственникам, то в райком партии, то в Грозный, его везде же. Это месяц ему не хватало времени, везде приглашали. Он очень уважаемый был человек, простой человек был. Вот так и любое мероприятие. Я помню тот период, это в Грозном, когда выбрали нового впервые секретаря обкома партии коренной национальности Завгаева, на пленум приехал Сулубек, поздравил его, весь рост стал. Я горжусь, вот так. И он и в политике, военно-политическая академия у него имени Ленина он закончил. В апреле 1989 года я позвонил Суланбеку Саркуловичу в Липецк, чтобы поздравить с долгожданным для всех ингушей и чеченцев присвоением ему воинского звания генерала авиации. Поговорили на радостях, а через пару месяцев, получив по службе короткий отпуск, он прибыл вместе с семьей на родину, в Плиево. До этого звание полковник было для наших офицеров-военнослужащих как потолок. Дальше не ногой. А тут на тебе целый генерал. И посыпались на наших старших офицеров генеральские звезды, как из рога изобилия, во всех видах и родах войск.
А тогда, когда письмо приходило там от благодарности от части, ну, по селу ходила мать, там, и всем показывала, а еле летят. Не говоря же про боевое знамя, возле фотографии развернуто боевое знамя. Нам же закладывали, и также Сооронбеку это в голову заложили. Большая семья, большой теп, и мера ответственности его. Он же ведь понимал, как тяжело, не бедно, не нищенствует, но тяжело живут его родители, родные, близкие. Он же тоже многим своим помогал. И так же, как и он, и многие другие, они делают это из-за того, что у них в мозгах, уже в крови, быть всегда полезными кому-то. Да, здесь не буду кривить, я тоже так подумал, что если Сооронбек Ингуш получил генерала, наверное, я тоже, Юнусбек Ингуш, могу тоже рассчитывать на это. Надо просто служить, еще больше пахать. Вот это было стимулом к тому, что есть ориентир Сооронбек, и надо к этому пути идти. Несколько раз мы с ним встречались. Он приезжал в Москву ко мне. Ну, в то же время было обидно, когда есть у других народов, у других наций, есть кого называют героями, генералами. В то время, когда было в несколько раз меньше населения нашей национальности, у нас было больше. Ну, в общем, рассказал о себе. Он не пришел спросить меня, чтобы я заступился за него или что-то. Он пришел просто как к старшему человеку, интересовался республикой, делами республики. Он не за себя просить пришел, он пришел узнать, как у нас дела. И вот он мне понравился, его стремление познать жизнь в республике. Вот это вот. Ну и одновременно я начал уже вникать в его судьбу. И посмотрел, думаю, сколько лет он работает в этой должности, и почему он не растет, почему ей не дают ему это самое. Я у него спросил, ему показалось это даже нескромно думать о том, чтобы надо лезть вперед. Но сам я его не спрашивал. Я ему не говорил, что я пойду к Епишеву, что я пойду, не говорил ему. Но пришел сам я туда. Я говорил, что у нас очень плохо в том отношении, что военно-патриотическое воспитание не учитывает того момента, что нужно для национальной гордости иметь из своей национальности и герои, и генералы, и так далее. Они есть у нас. Он внимательно он меня послушал. В общем, стремление было мое показать не превосходство нашей нации или нас над кем-то, а сказать, что мы не хуже других. После этой беседы Хашбикар Боков на встрече с начальником политуправления Советской армии, генералом Епишевым, спросил: знаете ли вы, товарищ генерал армии, сколько генералов-ингушей было в царской армии? Да, ответил Епишев, наверное, много. А сколько генералов, чеченцев и ингушей в советской армии, не унимался Боков? Епишев задумался, но Боков ответил за него: ни одного. И это за 70 лет советской власти. Спустя некоторое время Сооронбеку Асканову было присвоено звание генерал-майора. Негласное табу было прорвано. Конечно, это характерно. Конечно, он сын своего народа. Конечно, он сын своих родителей, сын своего тейпа. Но это намного шире. И вот то, что вы сказали, мне действительно очень много раз пришлось общаться с жителями Липецкой области, в силу того, что это центральный федеральный округ.
Вы знаете, что поражает, да, и это приятно мне, как вот человеку, который гордится тем, что Сулумбек, он наш, с Ингушетии, что он ингуш, что из такого древнего, хорошего рода. И это то, что вот от самого маленького ребенка, кончая самым большим профессором, военнослужащие, все в один голос говорят о том, что это образец. Образец – это великий гражданин России, это великий и очень достойный ингуш, это человек, с которого берут пример. Конечно же, это, вот вы совершенно правильно сказали, это не само по себе. Ничего с космоса само по себе не падает, не происходит. Это то, что ему дали его предки. Это его состояние души, это то, что он действительно по-другому поступить не мог. И думать по-другому не мог. Он совершенно четко понимал, что этот поступок, то, что он уведет самолет, это во многом будет способствовать тому, что будет сохранены жизни. И вне зависимости, что произойдет с ним дальше, потому что могла и быть и другая ситуация, может быть, он и катапультировался бы, но вне зависимости. Вот об этом как раз-таки он не думал, он думал, как спасти людей, как показать, что это действительно элита, что он командир самых элитных воинских подразделений, это самый лучший центр нашей страны, это образцовый, и что он один из высочайших профессионалов, действительно, это мастер спорта по высшему пилотажу, это летчик-снайпер, это ученый, это мужественный, решительный человек, который действительно в этот момент по-другому и не мог поступить. Он великий гражданин России, и он настоящий ингуш. Он настолько был прост в общении, настолько был доступен, и настолько даже у этого человека была такая какая-то внутренняя культура, и никогда ничего сгоряча не делал. Он никогда не... с него был бы величайший руководитель региональный, то, что сейчас говорят, президент республики, края, области, да, с него был бы величайший военачальник, с него был бы очень хороший ученый. И он, конечно, самая главная его большая профессия, это он великий человек. Это человек, о котором можно говорить, что это целый мир, и он человек, которым, конечно, могли гордиться любое общество, любой народ, тем более как гражданином России. Я про этого человека не могу так спокойно говорить, потому что он для меня жив. Я не знаю, кто как. Может, я вам тот рассказал и скажу, и 100 раз буду повторять, что такие люди рождаются раз в 100 лет. Этот человек был очень отзывчивый, очень семейный, как командир, как друг, как товарищ. Он был очень верным. Мы всегда часто с ним беседовали и уходили с детьми в парк, гуляли вместе. И часто разговаривали. Он очень любил свой народ. Очень любил свой народ. Всегда рассказывал, с любовью рассказывал о своем народе, как он именно вырос, какие трудности перенесли его народ. Несмотря на это, он добился своей цели. У него с детства была мечта стать летчиком. Он, несмотря на все трудности, он добился своего. Он стал летчиком. Не просто летчиком, а летчиком-асом. Он рассказывал, как он служил в Польской Народной Республике, когда у него самолет отказал. Несмотря ни на что, он не покинул самолет, спас. Хотя было очень трудно, на грани катастрофы. Он спас свой самолет, его посадил. И он всегда говорил, что потери самолета нам народ не простит, потому что народ нам доверил технику такую, и мы должны его беречь.
вот, как самого себя. Он всегда часто встречался, звали его здесь школы, вот, училище. Везде он ходил, выступал, говорил о любви именно родине, патриотизме, о героизме советского народа в то время. Это были не слова, а действительно. Это от души все было, потому что я видел его все, его сердце, его глазах. Вот. И последнее вот событие, когда в 92 году именно были вот такие волнения после трудных периодов советского народа. Вот. И он часто ездил к себе в Ингушетию. Он говорил: я не хочу, чтобы мой народ перенес то, что перенесли мои отцы и деды. Я брал с него пример. Я считал, что он как старший брат мне. Потому что всякий раз, когда мне нужен был совет, я приходил к нему. Он умел слушать человека, дать добрый совет. И советы были очень верные и очень справедливые. Никогда он не мог повысить голос на другого человека. К нему можно было прийти как к командиру, как простому человеку. Он шел по городку с детьми. Любой человек мог к нему подойти и с ним говорить. Суламбек никогда никому ни в чем не отказывал. Что его в силах был, он всегда помогал людям. Он всегда был искренний. Искренний, во всем он был искренний. Вот. И я вспоминаю все это, и мне очень трудно, что поверить к этому, что этого человека сейчас нету. Но он живет и будет жить в наших сердцах. А в моем сердце он оставил такой след, что я не могу передать вам это. Вот у меня есть друг Салман, с которым мы уже сколько лет дружим. Вот. И мы каждый год 7 февраля ездим ему в могилу падения этого самолета. Несмотря ни на что, даже кто бы не поехал, мы не смотрим, что едет кто-то, не едет. Мы созваниваемся, встречаемся. Приезжают его земляки, Салман собирает, и мы вместе ездим туда. Приезжаем, возлагаем цветы. Вот. И по нашему мусульманскому обычаю мы поминаем около могилы, читаем молитвы, вот, чтобы он почувствовал, что он не одинок, что мы его помним и будем помнить всегда. И он вечно останется в наших сердцах. Так, Антон Павлович, от наших земляков в год вашего 75-летия, от благодарных земляков, героя России, генерал-майор авиации Суламбек Асканова, дарим вам вот этот аккордеон, баян. Возьмите и пользуйтесь. Огромное спасибо. Будем всегда помнить. Спасибо вам большое. Попробуйте, как, сыграйте. Об этом, товарищ, не вспомнить нельзя. В одной эскадрилье служили друзья, и было на службе у них огромное небо, огромное Бодряс, Алкас, Цаберцин. Но أصلاً لا تزول شامون دي هنا نو حياش مقاسي دي هنا سنصرف دي هنا سكفيريا أتواني دي هنا بارك ازدياد دي هنا ازدش حب داسر улица واتيشي دي هنا نزراني одна улица есть Асканова дي هنا почему магазин нет تكانيات улица Асканова проспект Асканова дي هنا ودنين قم سيديحتا وكافكازي سيديحتا قم سيديحتا Первый герой, Россия сидята, Дня сидята, все явный смерть воду хуже,
воздуха керосин докатся. 4 бочки он сделал отвезти от этого поселка до самолета Ахуях. От крайнего дома 70 метров, самолет. Шив, мучвот хуш, явно даваха, сагвоз, на Кахарбах. Парк, проспект, Шхатсон, Фуна Хайюти, Хамдолш, Хамдасер. Хороший парень, очень хороший. Есть, понимаешь, категория людей, но о которых просто даже язык не повернется сказать что-нибудь плохое. Вот даже если напрячь память, да, и вот что-нибудь вспомнить плохое, ну, не было ничего плохого. Он очень корректный был, такой доброжелательный, уважительный, не скандальный, но требовательный. Ну, мужчина, если не требовательный, это размазня. Вот. И вот это сочетание требовательности, очень высокий уровень подготовки, как летчика. То есть мог спокойно сказать, делай как я. Потому что летал он очень хорошо. Вот. Там же существует определенный порядок, когда выходит какое-то время, надо проверить пилотаж по приборам, вот, пилотаж, ну не пилотаж, а полеты согласно курсу боевой подготовки. Вот, проводится проверка уровня летчика. Ну, вот мы друг друга проверяли, а кто еще с нами полетит? Бобровский уже не летал, начальник центра. Поэтому я знаю, как он летал, а он знал, как я летаю. Вот. Поэтому, знаете, только вот в памяти очень добрые и хорошие воспоминания. Потому что я всегда говорю, профессия – это уже второе. На первом месте сам человек. Как он себя ведет в обществе, как он относится к людям, как он относится к товарищам. Если здесь все позитив и плюс еще и профессиональный, высокий уровень профессиональной подготовки, это вообще идеально. Хотя идеальных людей в природе не бывает. Мы все делаем ошибки. Вот, ну, по крайней мере, я не знаю ни одной ошибки со стороны Суланбека. А когда это случилось, ну, у него был шанс катапультироваться. Ну, что такое катапультироваться над городом? Откуда ты знаешь, куда самолет упадет? Поэтому он тянул до последнего и упал уже с углом 70 градусов в огороды в конце города, там, где частный сектор. Поэтому, как говорят у нас у русских, царство ему небесное. Он никому плохого ничего в жизни не сделал. И самое главное, в конце своей жизни он совершил настоящий мужской поступок, подвиг. Я уже говорил, он мог катапультироваться. А потом, как жить, когда самолет бы упал на дома, где живут люди. Поэтому, я скажу, он обладал высокой силой воли и ушел из жизни настоящим мужчиной. Я помню вот этот январский вот зиму, когда его привезли на родовое кладбище в Плиево, когда прилетело руководство страны, тогда вице-президент Рудской, и был губернатор Липецкой области, была очень большая делегация с Липецкой области. И вы знаете, мне кажется, я уверен, что вот настолько эти люди были расстроены, настолько они переживали, настолько, я помню, что вот губернатор Липецкой области, он снял, на нем была такая большая шапка, он ее снял, и слезы. Мы сами виноваты в том, что мы забывали и забываем своих героев. Дело не в том, что он герой от того, что звезду героя получил. Есть много героев, которые не имеют звезды героя. И я довольно серьезно изучил эту тему. Я пригласил экспертов именно по этому направлению с Москвы. Очень умные академики подсказали, что нужно делать, чтобы в этом мрачном состоянии республики, таком в темном царстве, найти лучик света. И они мне сказали: слушайте, вы сумасшедшие люди. Вот слова академиков. Ингуши сумасшедшие люди.
Я говорю, ну, я знаю, что мы сумасшедшие, но вот не знаю почему. Объясните, почему. Он говорит, как почему? Первый герой Российской Федерации, современной России, это ингуш. Я это узнал вчера. А вы об этом говорите, как будто это в порядке вещей. Ну и герой, и герой. И он с таким возмущением, гордостью, академик, говорит, первый герой Российской Федерации, современной России, государства российского, державной России, ингуш. И вы на этом не делаете целый пласт военно-патриотического воспитания. Вот это ответ на ваш вопрос. И мы подумали, да, как это сделать. Ведь мы же не зря назвали именем его аэропорт. Почему? Потому что это воздушные ворота республики. Он станет далее международным. И так его объявляют. И мы сделали специально, чтобы в самолете объявляли именно. Не просто аэропорт Магаз. Аэропорт имени первого героя Сулумбека Асканова. Спасибо, что и министр обороны пошел навстречу, и Генштаб пошел навстречу, и главком тогда еще военно-воздушных сил пошел навстречу. Мы провели хорошее шоу здесь, масштабное шоу в память о 25-летии подвига. Приехали его сослуживцы, генералы. Лично сам начальник летного центра прилетел сюда на боевом самолете Липецкого летного центра. И мы провели мероприятие в Липецке. И вот 25-летию подвига мы хотим, и спасибо, что пошли сами Аскановы навстречу. И Исраил Асканов взял на себя все расходы с сыном Сулумбека. Они вдвоем это все делают. Я только там свои капризы там по поводу проекта, там, красиво, некрасиво, высоко, хорошо, чтобы было масштабно. Если делать, чтобы это было масштабно. И власти липецкие пошли навстречу, губернатор лично, большое ему спасибо за это. Следующая власть должна также готовиться и к 30-летию подвига, и к 40-летию, и к 45-летию. То есть это должно быть постоянно. И не только по Сулумбеку, по всем нашим героям, по всем нашим патриотам, которые... Тогда мы не будем в забвении. Поэтому я на этом примере, хоть и долго это говорю, я хотел бы сказать, что если вы увидели, там, мы буквально за 5 лет подняли огромный пласт того, что уже забылось. Посмотрите, мы установили, и буквально вчера наш представитель Миржоев Герехан в Волгограде сообщил мне, что еще 3 фамилии участников Сталинградской битвы, погибших там, включили в список. А у нас в 2012 году только плита появилась с ингушскими фамилиями. Вот представьте. И здесь опять же, вот к тому, что я хотел сказать, там где-то плотину мы прорвали, нам нет. Просто нам самим это не нужно было. Кто нам запрещал добиться того, чтобы там наши фамилии были также с другими погибшими нашими земляками? Никто не мешал. А сейчас они все фамилии в 2012 году есть. Смотри, война когда закончилась, когда мемориал поставлен там, Мамаев курган, и когда фамилии появились в 2012 году. Пискаревское кладбище. Кто нам мешал? Хоть один человек нам сказал, нет, этого нельзя делать. Да, пожалуйста, ребята, молодцы. Брестская крепость, кто нам мешал? Мы там сделали. Курская битва, кто нам мешал? Мы там поставили. И сейчас наши земляки, и в многих местах они ходят, это все показывают, там ложат цветы, дуа читают, мавлид читают. И главное, что всем показано, что есть ингуши, которые воевали с другими народами, с фашизмом или с другими врагами нашего Отечества. Это надо не Сулумбеку. Это точно уже Сулумбеку не надо. Это надо нам, живым потомкам. Это надо подрастающим. И те, которые сейчас через 100 лет родятся, это им надо. Мы все закончили с отличием. Мы все уважаемые люди там это были. И вообще что-то в жизни добились. Но он все равно выше нас был по многим качествам. Вот я, например, знаю, что это надо сделать, что я приезжаю, вот это надо сделать, тому-то надо помочь. Я знаю это, что надо. А у него, у Сулумбека, это было в каждой клеточке. Он делал это автоматически. Вот он это делал. Он во всех отношениях выше был. Почему я всегда говорю, что если сейчас я историкам нашим говорю, если посмотреть древние наши корни,
и сравнить сегодня с Суланбеком Аскановым, мы найдем, откуда это идет. Вот сегодняшний Суланбек, он там, вот в древности там. Это наши гены, это наши корни оттуда идут. Показать им того витязя древнего нашего, ингушского такого, в шлеме, в латах, там, с мечом, с копьем, который никому не уступал и готов был пожертвовать собой. И сегодняшнего Суланбека Асканова уже на истребителей, который также, несмотря где бы он ни находился, готов пожертвовать собой ради других, не только своих родных, а вообще ради других. Поэтому, конечно, мы должны гордиться, мы должны видеть глубже вот этот сам подвиг Суланбека и понимать, что этот подвиг должен вдохновить очень многих. Не на подвиги, а на служение Отечеству своему, как Ингушетии, так и великой стране нашей России. Нас люди уважают. Не потому, что мы сами такие великие, не потому, что мы каких-то высот сейчас при жизни своей достигли, а потому, что он рядом был с нами. Вот в чем дело. Вот. Поэтому я на сегодняшний день, даже несмотря на то, что его нет рядом, хотя если бы он был бы рядом, это была бы совсем другая жизнь, все равно счастлива. И вот так вот до небес благодарна этому человеку, что он был рядом, что вот он себе позволил вот такой конец. Вот потому что я знаю, что когда как-то мы разговаривали с ним, он говорит, Рая говорит, летчик, говорит, который бросает самолет на земле, это, говорит, уже не летчик. Семье, детям Суланбека Асканова я бы пожелала огромного здоровья, крепкого здоровья, чтобы они могли прожить долгую жизнь и в этой долгой жизни воспитать не одно поколение, не только детей, внуков, и передать внукам и всем потомкам те чувства, которые, ну, пусть, к сожалению, они выросли без отца, но все равно в глубине души они знают, как он их любил, как он их любит сейчас, даже на небесах. И именно внукам и правнукам передать эту любовь через себя, через свои воспоминания. Я хочу поблагодарить их за то, что их отец спас многих людей. Это уже ангел. Настало время покаянное, разлука сердце обняла, а за железную оградою ждала ромашками порадовать земля, как праздничек нарядная, как память вечная светла. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуйте. Представлю начальник Липецкого гарнизона генерал Асканов. Сергей Сергеевич, вы летаете только по праздникам? Нет, я летаю постоянно, на двух типах, на МиГ-29, на Су-27. Это ваш самолет? Это мой самолет, да. И сколько в месяц у вас часов налета? Ну, в среднем год мы летаем где-то 200 часов. Сергей Сергеевич, вот такой у меня вопрос. Год где-то назад у нас делалась тайна из того, что к липецким военным прилетает американская делегация. И сегодня вот такое шоу, авиашоу. Не впадаем ли мы в крайность от сверхсекретности до сверхоткрытости? Не уйдут ли какие-то от нас такие секреты очень важные? Да нет, я думаю, что мы работаем в пределах разумного. Наши машины МиГ-29 и Су-27, они побывали уже за границей, были на различных выставках. Поэтому мы сейчас допуск, конечно, разрешаем определенной категории населения. Но это, значит, в пределах, опять же, разумного. Значит, не возможности, полностью возможности самолета,
ни, значит, вооружение, ни прицельное оборудование. Об этом мы разговора не ведем. Ну а внешние данные самолета, аэродинамические возможности этого самолета мы вполне и пропагандируем, и рассказываем. Я думаю, что тут так. А точно так же наши летчики знакомятся с техникой зарубежных стран аналогично на всех выставках, шоу. Поэтому это взаимный обмен, как мы называем. И следующий, ну это и праздник для липчан. Следующий такой праздник, это первый и последний, или же будет какая-то традиция? Нет, у нас в Липецке стала доброй традицией проведения аналогичных праздников. Мы ежегодно на День воздушного флота СССР, вот уже 4-й год подряд, проводим выставки в аэропорту нашем гражданском с выставлением боевой техники. Ну, единственное, что мы там не производили наземного показа. Наземный показ провели, а воздушного не было. Но сейчас решили и воздушный показ провести. И зрители на военном аэродроме? Да, ну впервые практически, значит, большое количество. За 70 лет, наверное, да? Да, за 70 лет, пожалуй, впервые, когда мы разрешили свободный вход, въезд на территорию нашего военного аэродрома, для того, чтобы гражданские посмотрели, как мы живем, трудимся, чем мы занимаемся. Ну и поднимать авторитет профессии летной, привлекать молодежь. Вот в этом плане задумано вот такое проведение вот такой акции, значит, так, благотворительной, так, открытие службы социальной защиты военных авиаторов с одновременным улучшением взаимоотношений с местным населением. Ну и последний вопрос. Полет проходил нормально? Да, полет как обычно. Это наша работа, поэтому мы показываем то, что мы тренируемся, готовимся каждый день. Поэтому все по нормальной программе работает. Получается, что никто не умер и не погиб, если его душа еще жива и где-то находится среди нас, еще живущих на этой земле. Может быть, таким и должен быть тот, который всегда впереди. Тогда доброго, счастливого тебе полета, душа Сулымбека, сына Созерко Асканова из Плиева. Над гребнем синих скал, за облаками, где к солнцу прикоснешься ты рукой, кружит орел над вечными снегами. Как грозный страж, хранящий наш покой. Облака над миром пролетая, у горизонта тают на глазах. Но знаю я, орлы не умирают, навеки остаются в небесах. В последний раз едва махнув крылами, пронесся он в звенящей синеве, бросая нам свой гордый взгляд прощальный. Таким его запомнят на земле. Облака над миром пролетая, у горизонта тают на глазах. Но знаю я, орлы не умирают, они навеки остаются в небесах.
мы